Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске начинается ежегодный фестиваль событийного туризма. Зима начинается с Якутии. Чем в этом году будет отличаться программа фестиваля, об участниках и формате мероприятий, поговорим с Василиной Кривошапкиной, заведующим Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития Якутска. Василина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Формат фестиваля будет онлайн или все-таки ожидаются гости, как в прошлые годы? Ну, к сожалению, формат у нас остается онлайн, так же, как и в прошлом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Но, вы знаете, в этом тоже есть своего рода плюс, потому что есть возможность большему количеству участников и гостей увидеть нас уже на разных платформах социальных сетей. Гостей в этом году, к сожалению, мы не ждем, поскольку ожидали Деда Мороза, во всяком случае просили направить хотя бы видео поздравления, но, к сожалению, в силу занятости главного волшебника России не получилось достигнуть договоренности о том, чтобы он поздравил наших якутян. Но, тем не менее, праздник состоится, и очень много программ запланировано, более 20. И я думаю, что те, кто увидят наш фестиваль, будут очень рады. Вот, кстати говоря, о программах. Она претерпела изменения, что нового появилось? Да, программа у нас немного расширилась, поскольку понятно, что мы ее проводим дистанционно. И из новинок, новшеств в этом году у нас будут интересные видеоблоги, видеопроект. Мы его назвали «Благо якутской зимы». Что оно в себе заключает? Всем известный эффект Мпембы, да, когда на морозе из кипятка делают салют. Вот будет у нас такой красочный ролик, он как лайфхак, чтобы каждый мог провести такой эксперимент. Также мы будем показывать, как создать, вернее, заморозить мыльный пузырь на холоде, сделать ледовый светильник. Еще один такой очень, наверное, полезный лайфхак, я бы отметила, как подольше сохранить продукты, заморозив их в лед. Так называемая система заморозки, глазировка водой. Вот, поэтому вот такие вот интересные, полезные какие-то советы, интересные видеоролики, я думаю, будут интересны нашим зрителям. Ну а самая вкусная часть фестиваля – гастрономическая. Какие рестораны и организации общественного питания участвуют и что нового будет? В этом году заявлено 12 ресторанов. Среди них есть уже и фавориты, скажем так, которые уже не первый год участвуют. Например, это усадьба Атласовых, этнографический комплекс Чучур-Муран, ресторан Каре, Мацури. Но есть и новички, которые себя попробуют в этом гастрономическом фестивале. Но требование остается неизменным, оно одно – приготовить блюдо якутской национальной кухни в современной подаче. Ну и мы надеемся, что наши рестораторы, повара порадуют своим новым меню, потому что одно, опять же, из требований этого конкурса обязательно внести в меню после фестиваля одно из блюд, которое было в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Фестиваль все-таки предназначен для привлечения туристов в Якутию. Формат онлайн способствует этому? Да, однозначно да, потому что, как я уже говорила, не каждый может, если проходил фестиваль в обычном формате, конечно, есть определенные сложности. Это и транспортная схема, и стоимость авиабилетов. Но в данном случае любой желающий может с любой точки России, республики, мира, в общем-то, подключиться к нашим соцсетям и посмотреть фестиваль уже в онлайн-формате. И к тому же это расширяет еще нашу географию и охват как участников, так и гостей фестиваля. Фестиваль также является стимулом для развития туристических услуг. В последние годы какие изменения происходят в этой сфере? Ну, безусловно, фестиваль уже является брендом нашей республики, и его популяризация – это вот основная задача, в общем-то, в концепции фестиваля изначально, когда он создавался. И очень радует, что даже невзирая на какие-то определенные сложности, которые возникли недавно, в общем-то, представители бизнеса, туриндустрии, они находят возможность открывать новые туробъекты,
создавать новые маршруты. И, безусловно, уже те, кто желает, допустим, не имеет возможности выехать за пределы республики или России, во всяком случае, за счет того, что есть внутренний туризм, они могут открыть для себя Якутию по-новому. Для мастериц тоже будет хорошая возможность представить свои творения. Какие площадки для них будут организованы? Да, у нас сохранился конкурс, так называемый «Согретый теплом якутская одежда», где мастерицы, народные мастерицы, как любители, профессионалы, но мы еще в этом году расширили рамки возрастные, это еще и будут дети, могут показать свои изделия, созданные своими руками. Это могут быть и вышитые варежки, головные уборы, верхняя одежда, именно такая аутентичная, народная, национальная. И мы надеемся, что участников будет именно в этом конкурсе очень много, потому что мы знаем, что наши якутские женщины творят удивительные вещи собственными руками. Ну и, наверное, самая зрелищная и азартная часть – это все-таки конкурс по скорости нарезания строганины. У вас с собой есть такой приятный кубок. Расскажите об особенностях этого года. Да, в этом году наш конкурс строганина пройдет в прямом эфире на канале НВК Саха 5 декабря 19 часов. Но хочу сказать, что формат он сохранился. Будет 16 команд участников, в каждой команде по 2 человека. Критерии оценивания – это скорость строгания, качество строгания, домашние задания, но и по итогам баллов уже определится победитель, обладатель этого кубка Гран-при. Кроме этого, будет вручен еще и денежный приз. И, в общем-то, наверное, это самый интересный конкурс в рамках нашего фестиваля, самый любимый. Но, к сожалению, конечно, без зрителей, но, тем не менее, будет возможность даже поболеть за свою команду. У нас будет голосование, и каждая команда-болельщик может выйти по скайпу на прямой эфир и поболеть за свою команду. Много ли заявок уже поступило на участие в конкурсе? Откуда поступают заявки? Это из города, из районов больше заявок? Да, ну хочу сказать, что статус конкурса строганина, он открытый городской. И в основном в нем участвуют команды административных территориальных округов города и пригорода. То есть 16 команд уже, в общем-то, сформировано. Они ждут дня, когда пройдет жеребьевка, и уже готовы, в общем-то, принять участие в конкурсе, побороться за главный приз. Но в целом, как горожане и жители столицы могут принять участие в мероприятиях фестиваля? Да, наша программа уже опубликована на сайте окружной администрации, на сайте Управления культуры, в инстаграм-аккаунтах Управления культуры и окружной администрации. Также Министерство по делам предпринимательства также всю эту программу у себя, в общем-то, разместило. Ну и на информационных порталах ЕКТ.ру, Сахалайф, все это можно увидеть. И, пожалуйста, ждем наших горожан, приглашаем их принять активное участие. Ну, особенно новогоднее настроение, наверное, у всех горожан и у якутян создаст церемония зажжения новогодней елки. Расскажите, когда это состоится в этом году, ну и, в общем, какие-то особенности этого года. Ну, особенность этого года, опять же, из-за нынешней ситуации непростой, пройдет онлайн, опять же, на наших инстаграм-аккаунтах. 1 декабря в 17 часов можно будет на нашей страничке увидеть, как зажжется главная елочка столицы нашей Якутии. Обязательно с поздравлением выступит глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев. Будут присутствовать сказочные персонажи: Чесхан, якутская зима, символ уходящего года и символ наступающего года. Василина Васильевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешного проведения всех мероприятий. Фестиваля «Зима» начинается с Якутии. Спасибо. О программе фестиваля «Зима» начинается с Якутии этого года нам рассказала заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития Якутска Василина Кривошапкина. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.